Оперетта как жанр зародилась еще в конце XVIII века. Представление отличает легкость, простота и гармоничность. Фестиваль оперетты в Чебоксарах стал уже доброй традицией. В этом году праздник музыки откроет оперетта Дмитрия Шостаковича «Москва. Черемушки». Кстати, это единственная музыкальная комедия, которую написал композитор. Сюжет актуален для конца 1950-х годов. В его центре оказывается переселение жильцов из коммунальных квартир в новые дома на окраинах столицы. Для оживления этого процесса Шостакович использовал микс музыкальных форм – городской роман, дивертисмент и танцевальные жанры. Автор считал, что настоящий композитор должен проявить себя во всех жанрах. Над оформлением спектакля работает художник-постановщик Оганес Айрапетян из Санкт-Петербурга. Так что вместе с артистами зритель переносится в 50-е годы. Атмосферу советской эпохи помогают создать декорации и костюмы. Спектакль разворачивается в нескольких временах одновременно, по очереди. Вот. Не буду раскрывать все тайны. Может быть, я надеюсь, что они будут очень понятны зрителю. А в 50-х годах, часть спектакля, который происходит в 50-х годах, за счет кроя костюмов, за счет подбора тканей, за счет общей атмосферы. То есть это не прямо реконструкция того времени, это именно создание ощущения того времени. И я надеюсь, что у нас это получилось. Оперетта «Москва. Черемушки» стала музыкально-сценическим символом той эпохи. Той самой, которую мы называем оттепель. Так что музыка и актерская игра не оставят равнодушными зрителей всех возрастов. В Чувашском государственном театре оперы и балета музыкальную комедию ставит московский режиссер Дмитрий Атиковский. Он имеет опыт работы в Мариинском театре, Эрмитажном театре и других театрально-концертных площадках России. Добрый день, друзья! Меня зовут Дмитрий Атиковский. Я режиссер-постановщик спектакля «Москва. Черемушки». Эта замечательная оперетта Дмитрия Дмитриевича Шостаковича будет открывать международный фестиваль оперетты в Чувашском государственном театре оперы и балета. Приглашаю всех 8 июня, кстати, по пушкинской карте бесплатно. Ну а финальным аккордом фестиваля станет блистательный гала-концерт. Гостями вечера станут приглашенные солисты из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.